építő, és az ő apukája, a Buhási Jermek az egyetlen egy ember, akiről én rosszat soha nem hallottam. Я 27-й год занимаюсь уже сетевым бизнесом, и его папа является тем человеком, о котором я никогда даже полуслова или намека какого-то негативного о нем не слышал. Gyermekék, amikor 6600 pontosak voltak, 150 000-es chairman's bónuszosak, akkor ők egy másfél év alatt, 2 év alatt simán megkerestek $1 millió. Ермек с Марой тогда, когда создали товарооборот в 6600 кредитных коробок, когда получили президентский бонус в размере $150 000, тогда в те времена они за год или за два заработали более $1 million. És amikor egy ilyen, egy ilyen ember vet rád árnyékot, akkor nehéz kibújni az árnyékából. И когда такого калибра человек на тебя как бы стоит рядом с тобой, и от него создается тень, тогда очень сложно бывает выйти из этой тени. Hát tudom, mert Zsaninak ugyanezt mondják, hogy könnyű neked, apádék már hány éve ezt csinálják, persze neked minden könnyű. Я прекрасно их понимаю, потому что Жанет очень часто тоже закидывает именно эти обвинения, мол, твои родители уже столько лет, они уже достигли такого высоченного уровня, тебе легко, mol. Egy a lényeg, én megismertem egy kisfiút, aki időközben egy fantasztikus férfivá vált. Но суть остается в одном, что я познакомился много лет тому назад с парнишкой, который за это время стал невероятно мужественным. Gyönyörű feleség, gyönyörű gyerekek. У него прекрасная жена, прекрасные дети. És egy nagyon-nagyon jövőbe mutató üzlet. И бизнес, который стремительно двигается в будущее. De azt gondolom, hogy ez a fiatalember és a felesége, Guzanát, ők akarták ki a gesztenyét, mert nem volt más választásuk. Но я думаю, что себе вытоптали этот путь именно Даниар вместе с Гульжанат, потому что у них не было другого выбора. Na, nézzünk meg róluk egy kis rövid filmet. Давайте посмотрим о них короткое видео жизненное. És utána hallgassuk meg az ő kis életutukat a Foreverbe. После чего давайте послушаем их путь в Forever. És fogtok csodálkozni, mert én csodálkoztam. И вы будете удивлены, потому что я удивился. Na, akkor a ma este utolsó fellépője. Последние выступающие сегодняшнего дня. Új soaring menedzserek Kazahsztánból. Soaring менеджеры из Казахстана. Buhásin Daniár. Бухаршин Данияр. És Nurmuhanova Gulzanat. И Нурмуханова Гульжанат. Мы верим и мечтаем. Мы там, где нас так ждали, где на 7 ветрах один мотив в сердцах. Через тернии прямо к звездам, выше, дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. Счастье для родителей – это когда дети их успешны. Для меня тоже сегодня самый, наверное, счастливый день.
когда мои дети сегодня достигли определенных вершин в бизнесе Forever, они стали соринг-менеджерами. Я думаю, что сегодня радуется и папа их. Дорогие мои Гульжанат, Данияр, люблю вас, ценю, уважаю. Достигайте всех вершин Forever. Удачи вам! За спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное неважно. Неважно, что скажут. Забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам есть свойство сбываться. Наша цель высоко-высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Как женщина я себя очень комфортно чувствую в этом бизнесе. Здесь я обрела внутреннюю гармонию, научилась любить себя и ценить, начала стоить дороже, для своего окружения. И это очень хорошо повлияло и на наши взаимоотношения с Данияром. Я бы хотела, конечно, поблагодарить родителей, и Данияра родителей, и своих, за ту любовь, которую они нам дали и наполнили. И это я дальше хотела бы нести своим детям. Без тебя высоко не взлетит, без тебя никогда не победить. Самое главное, наверное, для меня в этой жизни – это слова моего отца, так как он ушел 3 года назад из жизни. Все это время он твердил одну фразу: «Я тебе оставил чистую фамилию». Нести дальше его фамилию – это самая главная цель жизни. Всем добрый день. Всех благодарю за эту возможность. Атила, благодарю вас за эту возможность сегодня выступить перед этой огромной аудиторией. Это огромная честь для нас. Меня зовут Нурмуханова Гульжанат, мы семейная пара. Nagyon szépen köszönöm, Attila, ezt a lehetőséget, hogy ma egy ilyen fantasztikus szemináriumon beszélni tudunk. Gulzsanat és Daniyar Bukharsin család vagyunk. Наши пригласители в этот бизнес – это наши родные Бухаршин Ербол и Akik meghívtak minket valamikor ebbe a vállalkozásba, szüleink voltak. И наши вышестоящие руководители, те люди, которые нас вели в бизнесе, обучали, это легендарная семейная пара Бухаршин Ермек и Амарова Майра. Bukharsin Jermek és Somárova Májrának hívják őket, ezek azok az emberek, akik folyamatosan vezettek minket a sikerhez vezető úton. Мы долго шли к этому моменту, чтобы рассказать свою историю вам, потому что 12 лет находимся в этом бизнесе. Hosszú volt az út, hosszú volt az idő, míg el tudtuk mondani önöknek a sikertörténetünket. 12 éve építjük az üzletet. Мы росли вместе с этим бизнесом, потому что когда мы пришли в этот бизнес, мне было 21. Együtt fejlődtünk, együtt növekedtünk ezzel az üzlettel, mert amikor elkezdtem építeni az üzletet, 21 éves voltam. Я сама родом из маленькой деревни в западном Казахстана. Nyugat-Kazaksztán falujában születtem. Дома я единственный ребенок, поэтому получала от родителей все, и у меня было счастливое детство. Egyke vagyok a családomban, hogy a szüleim mindent tudtak biztosítani számomra, úgyhogy nagyon boldog gyerekkorban éltem. Поступив в большой город, в университет, я поняла, что на самом деле это не было самое максимум, что люди получают в жизни. És amikor felvételt nyertem az egyetemre, egy nagyvárosba, rá kellett jönnöm arra, hogy van nagyon sok olyan dolog az életben, amit még megszerezhetek. Именно в Алмате в студенческие годы я увидела разницу между бедностью и богатством, потому что мои сверстники на свой день рождения получали автомобили и поездки за рубеж. És Almatiba a diákkoromban
értettem meg, és láttam meg először a különbséget a szegénység és a gazdagság között, mert a diáktársaim születésnapjukra utazásokat kaptak a szüleiktől, autókat kaptak születésnapjukra. Так как мои родители обычные учителя, увидев такую жизнь со стороны, я точно уже не захотела работать на кого-то. És amikor tudatosult bennem az, hogy van jobb élet, az volt a vágyam, hogy ne kelljen dolgoznom alkalmazottként. И в этот момент, уже на 3-м курсе, стоя в очереди за билетами в горнолыжный каток Mideu, я познакомилась с Данияром. És amikor ebben az időben ismerkedtem meg Daniárral, amikor sorban álltam egy magas hegyi jégpályára, hogy tudjak görkorizni. Когда мы уже начали дружить, и отношения стали серьезными, он предложил мне познакомиться с его родителями. És amikor komolyra fordult a kapcsolatunk Daniárral, Daniár felajánlotta, hogy bemutatna a szüleinek. Я очень переживала, для меня это было волнительно, так как родители Даниара жили в Караганде, в другом городе, приехав в Алмату, наша встреча состоялась в офисе компании Forever. És nagyon izgultam, hogy a szülei Karagandában éltek, és amikor lejöttek Almatiba találkoztunk a Forever irodába. И при первой встрече папа Данияра, он же есть Бухаршин Ермек, показал мне бизнес-план на бумаге, маркетинг-план, из чего, конечно, я ничего не поняла. És ezen a találkozón Bukharsin Jermek, aki Daniárnak az apja volt, megmutatta a marketing tervet, és természetesen semmit nem értettem a marketing tervből. Так как уже дело было, наши отношения становились еще серьезнее, Данияр начал после этого много говорить о том, что мы тоже в будущем будем заниматься сетевым маркетингом. És a Daniárral való kapcsolatunk egyre komolyabb lett, és abban az időben Daniár elkezdte mondani, hogy mi is építeni fogjuk ezt a vállalkozást. В моем окружении никогда не было человека, который профессионально занимался бы сетевым бизнесом, поэтому я была очень негативно к этому относилась. Nagyon negatív voltam a kezdetek kezdetében, mert a környezetben sose ismertem olyan embert, aki network marketinggel foglalkozna. После чего через год мы с Данияром поженились, состоялась наша свадьба. Это были не самые легкие времена и в нашей семье, и в семье Данияра, потому что они только поменяли одну компанию на другую. Egy évre rá összeházasodtunk, meg volt a lagzi. El kell, hogy mondjam, hogy nem volt valami könnyű időszak se a Daniárék családjában, sem az én családomban. Daniár családja akkor váltott céget. Но родители Данияра, они настолько были привержены этому бизнесу, что после нашей свадьбы в 2009 году в августе месяце, на следующий день еще не разошлись гости, и они показали моим родителям и моим родным бизнес-план компании прямо на следующий день после свадьбы. Daniár szülei nagyon elkötelezettek voltak, és a lagzi másnapján, amikor még a vendégek egyik része ott volt, másnap, a lagzi másnapján Daniár szüleim megmutatták az üzleti tervet a szüleimnek, meg a rokonaimnak. Мои родные родственники были шокированы той новостью, что моя новая семья является профессиональными сетевиками. A rokonaim, családom sokkolva volt, hogy az új családom, ahova kerültem, ők profi hálózatépítőként tevékenykednek. Потому что моя тетя, родная сестренка по маминой стороне, была уже подписана в Business Forever параллельной команде Attila Gidefalvi. És a nagynéném abban az időben már regisztrált egy másik keresztvonalba, de ugyancsak a Gidefalvi üzletben.
Там, конечно, не было системы, и все родные братья и сестры мамы были уже подписаны принудительно, и кроме мамы единственной почему-то. És gyakorlatilag az összes rokonságom regisztrált már a Forever üzletbe, egyetlen egy kivételével az anyukámmal. Закончилась свадьба, закончился праздник, началась наша реальная жизнь. Vége lett a lagzinak, vége lett az üzletnek, elindult a reális valós életünk. И у нас в Караганде был маленький офис, тогда не было группы, команды. Бухаршин Эрмек на тот момент был просто менеджером. Karagandában nem volt még nagy csoport, abban az időben Jermek még csak menedzser volt. И у нас было дежурство. Один день родители ходили в офис, другой день мы ходили в офис. És valójában felváltva volt egy ügyelet az irodában. Egyik nap szüleink jártak az irodában, másnap mi jártunk az irodában. Из-за уважения к родителям мы с Даниаром из дома выходили с улыбкой, но по дороге до офиса мы с ним ругались, спорили, мы покупали газеты, объявления по работе, по поиску, потому что мы еще не были в бизнесе. És gyakorlatilag vitatkoztunk Daniárral az irodába vezető úton, hogy ugye nem vagyunk még aktív üzlettársak, és mindig valami új lehetőségeket kerestünk, hirdetéseket olvastunk. Мы очень много ругались на этом фоне, потому что для меня не было понятно, почему все мужчины в семье, почему мы не зарабатываем и почему мы должны ждать, когда у нас получится этот бизнес. És gyakorlatilag a vita tárgya az volt, hogy miért kell nekünk arra várni, míg ebben az üzletben sikereket fogunk elérni. И таким образом прошло несколько месяцев, и должен был состояться в 2009 году, в ноябре месяце, первый уикенд-семинар в истории Forever. És 2009-ben a Forever első hétvégi szemináriumát szervezték Kazahsztánban. И мы поехали со всего Казахстана, собравшись в Уральске, всего один автобус, вся команда Атилы. És Kazahsztánból egyetlen egy busz érkezett erre a rendezvényre. С командой Бухаршина Эрмека мы были только вчетвером, мы с Даниаром и родители. Mi, ott voltak Daniár szülei. Приехав в город Казань, мы заселились в какой-то страшный летний лагерь в ноябрь месяц, где было очень холодно, грязно, и это для меня был шок. Крысы были Amikor везде. megérkeztünk Kazányban, szállásunk egy ilyen nyári diáktáborban volt leszervezve, borzasztó körülmények voltak, és sokkot kaptam. Но рано утром, придя в Корстон, увидя зал, увидя контингент людей, которые мужчины, семейные пары, я была шокирована. De amikor megérkeztünk a szeminárium helyszínére, a Korszton szállodába, sokkolva voltam a légkörtől. На этом семинаре, то, что я запомнила, это выступление в конце семинара, когда заключительное, когда Атила сказал, главное, чувствуй себя хорошо в этом бизнесе. És egyetlen egy dologra emlékszem arról a szemináriumról, amikor Attila záró beszédjében mondott egy olyan mondatot, ami úgy szólt, hogy érezd jól magad ebben az üzletben. Второй урок, который я для себя получила на этом семинаре, во время перерыва в маленьком кругу стоял Атила, и я почему-то оказалась напротив него. A második pozitív élmény az volt, hogy valamelyik szünetben szembe kerültem Attilával, szembe vele álltam.
И он спросил, кто твои спонсоры, на что я ответила несколько раз, папа с мамой. És Attila megkérdezte tőlem, hogy kik a szponzoraid. Én meg néhányszor válaszoltam, hogy apa és anya. И Атила сказал тогда, посмотрев мне в глаза, что твои спонсоры Бухаршин Ермек и Амарова Майра, и только фамилия Бухаршин может помочь тебе создать огромную бизнес-империю. És az volt a válasza Attilának, hogy Bukhársen Jermek és Omarova Májra, már csak maga a név, a Bukhársin név egy óriási birodalmat fog segíteni neked létrehozni a Forever üzletben. С этого семинара началась наша реальная история бизнеса. Но было так, что по приезду с горящими глазами, посмотрев на свой список, мы поняли, что все в нашем окружении знают, чем занимается Бухаршиной, и мало кто приходил на встречи. És ez a mondat jelentette a kezdetet az aktív üzletépítésünknek, viszont a szeminárium után, mikor hazajöttünk, megnéztük a névlistánkat, és rá kellett jönnünk, hogy minden ember már valamilyen módon csinálja ezt a Forever üzletet. В январе месяца 2010 года мы с Даниаром узнали, что мы ждем нашего первенца, и мы дали себе слово, как бы откуда бы мы ни находили людей, но до его появления на свет нам нужно стать менеджерами. És 2010 januárjában jött a hír, hogy babát várunk, és akkor megfogadtuk Daniárral, hogy bármi történjen, bármi áron, de születése napjáig nekünk meg kell csinálni a menedzseri szintet. 6 октября он появился на свет, 15 октября мы стали менеджерами. Október 6-án született a gyermekünk, és október 15-én minősítettük a menedzseri szintet. Команда росла, но из-за ребенка я немножко отошла от бизнеса, и Даниар начал работать самостоятельно. A csapat fejlődött, növekedett, de ugye kismamaként én nem tudtam olyan aktívan részt venni az üzletépítésbe, de Daniár viszont egyre aktívabban épített az egészet. В городе Павлодар у нас вышел второй менеджер, Данияр там получал признание, был мини-семинар, сделал запись своего выступления. Pavlodár városában ismerték el a menedzseri szintünket. Ebben az időben már megvolt az első mélységbeli menedzserünk. Ez a szeminárium Daniár beszélt, és felvette az előadását. Мы сидели в спальне, воодушевленные, и начали смотреть это видео. Это было 20-минутное видео, и это было видео только про то, как это сделал Данияр, какой он kruтой, и только слова я, и там меня не было. És ezt az előadást ketten hallgattuk meg a hálószobánkba ülve, és tulajdonképpen Daniár arról beszélt, hogy ő építette, mindig csak azt mondta, hogy én, és én rólam nem ejtett említést. Я единственный ребенок, которая всегда была наоборот я. Это сломило мое стремление или мое воодушевление. És egyke gyerekként nagyon bántott az, hogy Daniár nem említett meg engem a előadásában. И пока мы разбирались между собой, и пока мы пришли к слову мы потеряли группу. És addig, ameddig Daniárral elkezdtük megvitatni ezt az én egós dolgot, és ameddig eljutottunk odáig, hogy mi ketten, addig elveszítettük a csoportunkat. На одном из семинаров мы поняли, что из того первого семинара в Казани все люди... És